Тема такова на следующие почти 45 минут эфира. Как Зеленский и его представительство в автономной республике Крым возвращает полуостров? Ну, пытаются это делать, понятное дело, не все от них зависит. Поводом для разговора стала такая небольшая дата. Сегодня ровно год нахождения на посту представителя президента в автономной республике Крым Антона Кориневича. Он как раз назначен на эту должность 25 июня 2019 года. Вот мы, собственно, не только об этом представительстве, конечно, будем говорить. Главное, вообще, что делает нынешняя власть. Сам Владимир Зеленский, он постоянно подчеркивает, что не забывает о Крыме и не собирается в сторону его откладывать этот вопрос. И, в частности, Владимир Зеленский об этом же заявил на своей крайней, скажем так, пресс-конференции в мае прошлого года в Киеве. Общаясь с журналистами, ему задали Зеленскому вопрос о Крыме, и таким образом президент Украины ответил на этот вопрос. Владимир Зеленский. Питання Криму в інформаційному просторі, може його замало, але його точно не замало у справах держави, яка робить. Україна непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я ее оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали ее только к Донбассу, по крайней мере, в своем мышлении, и снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как некоторые так думают, что после того, как вернется Донбасс в Украину, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и большинство стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, всегда я поднимаю этот вопрос. Все они понимают, что и публично санкции, про санкционную политику публично все говорят, и недавно, мне кажется, Помпео высказался еще раз по этому поводу. Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая сего года. Ну и приглашаю, скажем так, маленького виновника торжества нашей сегодняшней годовщины пребывания на должности Антона Кориневича, постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым. Как раз годовщина назначения Антона на эту должность. Господин Кориневич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый. Ну, вы знаете, я не буду особо вас, поздравлять. На самом деле, должность у вас очень сложная. В любом случае, это такое определенное испытание. Тут не до празднований. Это серьезная работа. Я, кстати, господин Кориневич, вспомню вашу цитату от февраля 2020 года, этого года. Вы констатировали в одном из интервью, что Украина сегодня не готова к возвращению оккупированного Крыма, если Россия решит уйти с полуострова. Цитата более полная. То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, СНБО, Совет национальной безопасности и обороны, Министерство временных оккупированных территорий Украины, силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма. Я вас правильно процитировал, да, в феврале этого года? Ну, взагалі, в цьому інтерв'ю були фрази вирвані з контексту, і я би не посилався на вашому місці сьогодні на це інтерв'ю, але ви вже так зробили, ваше право. Малося на увазі, що Україні треба багато працювати для того, щоб бути абсолютно готовою до того дня, коли ми зможемо знову повернути контроль над Кримом. Якщо ви мене спитаєте, я буду щасливою людиною, якщо це станеться завтра. І я впевнений, що держава зробить все від неї залежне для того, щоб це відбулося. І тому я би не на місці ваших колег теж за цю фразу не чіплявся. Я думаю, що ми своїми справами доводимо, що ми робимо все для того, щоб якомога швидше наблизити той час повернення під контроль наших територій. Україна готова. Готова все-таки. Тому, що готова. Пане Антоне, готова, так? Да? Готова, так, готова. І ми дуже хочемо зробити так, щоб цей день настав якомога швидше. Что именно делает Украина для этого? Расскажите. Україна робить те, що вона може робити в тій ситуації, коли вона, на жаль, тимчасово не має контролю над тимчасово окупованим Кримським півостровом. Україна
намагається якомога краще забезпечити збереження зв'язків зі своїми громадянами на Кримському півострові. Україна намагається якомога частіше піднімати питання Криму на міжнародній арені. Україна намагається опрацьовувати питання санкцій, як говорячи про це з міжнародними партнерами, так і говорячи про це власне всередині держави, з різними органами. Нам треба теж відповідно так посилювати санкційну політику. Україна займається захистом прав кримчан. Тобто, звичайно, в нас дуже багато роботи по Криму, дуже багато, але ви знаєте, в нас всіх є розуміння, що це робота, яка може нас довести до великої мети. І це така, знаєте, робота багато в чому ідеологічна. Смотрите, Антон, ну тут важный момент, ну очевидный факт. Вот в чем Путин постоянен, действительно, вот с самого начала вот этих событий, с весны, на самом деле зимы 2014 года, президент России подчеркивает, что вопрос Крыма, скажем так, решен, обсуждению не подлежит, и в отличие от Донбасса. И потому вообще, как говорится, ну, все, закрыто. Точка поставлена. В этой связи, сейчас не о Путине, конечно, речь, пока что, а Запад, вот по вашим наблюдениям. Владимир Зеленский, мы привели его цитату с пресс-конференции мая сего года, довольно, скажем так, оптимистично настроен, он считает, что все-таки Запад не забывает об аннексии, осуществленной тогда Россией, и помогает Украине. Ну, в целом, вот в международной повестке вопрос Крыма, он как бы не затухает все-таки, как вы считаете? Він не затухає, і ми зараз бачимо дуже активну дипломатичну роботу України на всіх можливих майданчиках. Це і Міністерство закордонних справ, це і наші дипломатичні представництва за кордоном, це і, відповідно, наше представництво, звичайно, долучається для допомоги і сприяння нашим дипломатам. Ну, тобто, вже за цей час, що ми працюємо, ми мали дуже багато контактів з нашими міжнародними партнерами. Ми і делегації очолювали на консультаціях Україна-ЄС і брали участь у різного роду засіданнях, в тому числі і у Раді безпеки ООН по формулі Арія. Ну, тобто, питання Криму ніхто не може зняти з порядку денного міжнародного, тому що це кричуще порушення сучасного міжнародного права. Я розумію, що багато хто з ваших колег, з експертів може критикувати сучасне міжнародне право, але воно таке, як воно є. І цивілізований світ домовився за цими правилами жити. Відповідно, порушення основоположних норм, так, оцих правил, воно просто не може пройти безслідно для міжнародного співтовариства. Тому, безумовно, весь цивілізований світ ніколи не визнає нічого, ніякої зміни статусу Криму. І, безумовно, ми бачимо останніми місяцями активізацію України, роботи України на міжнародній арені по Криму. Я впевнений, що всі разом ми не дамо цій темі, як ви кажете, затухнути, і вона буде активно працювати на міжнародній арені, і знову ж таки і тиск посилюватиметься, і санкції посилюватиметься. Я думаю, что это абсолютно реалистично. Ну, Антон, это не я говорю, это критики говорят, скептики, если угодно, что какое-то затухание. Но вы считаете иначе, это ваше право. Да вот один из вопросов, у нас идет трансляция на YouTube-канале Радио Крым Реалии, Радио Свобода. И в частности, вот один из наших зрителей, слушателей, Владимир Пешкин, так он подписался, ник такой. О санкциях, а я думала на людях Крыма. То есть, я так понимаю, в том числе наш зритель комментирует вот этот вот фрагмент пресс-конференции президента Украины, который я привел. Вот о людях Крыма не забывать тоже. Вот в этой связи. Что именно постоянное представительство ВРК делает вот в этом плане? Дивіться, я не бачу тут ніяких протиріч, тому що санкції – це питання санкційного режиму проти порушників. І ми ж не говоримо про санкції щодо всіх кримчан. Так, ми говоримо про санкції проти тих осіб, які порушують територіальну цілісність, суверенітет України, і які здійснюють грубі порушення прав людини в Криму. Тобто санкції – це окреме питання. Питання мешканців Криму, кримчан, для нашого представництва і захисту їх прав та інтересів є одним з фундаментальних, одним з основоположних. Якщо вам цікаві конкретні факти, будь ласка. Конечно, да, іменно. Я бачу, що ви налаштовані на факти. Давайте. Наше представництво з початку карантину, як ви знаєте, були закриті КПВВ на адмінмежі з Кримом.
Так, відповідно, можна було пересікти адмінмежу тільки якщо ти маєш відповідну реєстрацію, або ж якщо маєш підстави гуманітарного характеру. Ми за час карантину опрацювали близько 2000 звернень громадян. Тобто ми працювали постійно, без вихідних, без спочинку. Тобто ми в контакті з Міністерством з питань реінтеграції, в контакті з прикордонниками забезпечували і сприяли цьому перетину адмінмежі. Лише за травень ми мали 782 звернення, які стосувалися, знову ж таки, в основному перетину адмінмежі під час карантину, коли у травні минулого року ми мали 80 звернень. Ну, тобто, ми були одним з ключових органів, так, який допомагав нашим громадянам у цей складний час пандемії коронавірусної інфекції, розуміючи, що ми повинні гарантувати їхнє право на свободу пересування Україною, тому що як Херсонська область Україна, так і Крим – це Україна, і громадяни мають право переміщуватися з одного регіону України в інший. Мені здається, що на цьому простому, здавалося, прикладі, за яким насправді, я ж кажу, декілька місяців кропіткої роботи, можна побачити, що ми насправді робимо все, що від нас залежить для того, щоб допомагати нашим громадянам. Або ще один приклад. Ми дуже дякуємо Херсонській облдержадміністрації за встановлення Wi-Fi на адмінмежі на КПВВ з тимчасово окупованим Кримом. До нас звернулися з проханням посилити Wi-Fi сигнал для того, щоб краще він працював. Ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що громадянам треба встановлювати додаток «Дій вдома» для того, щоб мати можливість перетнути адмінмежу, так, і в'їхати на підконтрольну територію. Ви знаєте, що самоізоляція обов'язкова, а відповідно, щоб мати можливість піти на самоізоляцію, треба мати застосунок, додаток «Дій вдома». Тому дуже важливо, щоб безперебійно працював Wi-Fi. Ми посприяли тому і встановили додаткове обладнання для того, щоб Wi-Fi працював краще і щоб більше можливостей було належним чином цей застосунок «Дій вдома» встановити. Тобто ми відкриті до звернень громадян, я ж кажу, 24 години, 7 днів на тиждень, будь-яким каналом зв'язку з нами, гарячою телефонною лінією. Напомните номер, Антон, напомните номер гарячої телефонної лінії. Я думаю, що громадяни можуть зайти на сайт чи на Фейсбук представництва і подивитися його там. Да, це не є проблема. Наши контакты є абсолютно відкрытыми. Антон, в этой связи вот важный момент тоже. Да, социальная проблема, вот эти вот пытаетесь вы решить, помочь решить, как вы сейчас рассказали в нашем эфире. Но нынешние власти, критики постоянно вот как бы, адресуют такое вот обвинение на обвинение, скепсис как минимум, что и неоднозначное заявление по поводу возможности возобновления поставок украинской воды на полуостров. Помним такое самое, мягко говоря, неоднозначное заявление лидера фракции «Слуги народа» Давида Арахами. Мы, конечно, в эфире радио Крым Реалии обстоятельно это обсуждали. Правда, потом Арахами подчеркнул, что его неправильно поняли, извинился. Но все равно постоянно тот же Денис Шмыгаль, тогда новый премьер-министр, сперва буквально первый день пребывания на должности, по поводу возможности возобновления поставки воды неоднозначно заявил. Потом поправил, правда, что, мол, пока эта вода идет на военные нужды России, о возобновлении не может быть речи, должна думать о людях, опять же. Вот эти все заявления, вот как бы не создается как бы такой вот фон неоднозначный, что как бы возможно новая украинская власть, несмотря на всю свою риторику, она, как новая, уже более года, относительно новая, она как бы, более уступчивая перед Путиным, нежели предыдущая при всех вопросах к Порошенко. Вот нет такого вот впечатления, в том числе, кстати, и у западных партнеров Украины? Или здесь четкая, однозначная позиция и по воде, и по другим вопросам? Дивіться, я ніколи не говорю про попередників. Мені здається, про нинішню власть. Так, це моветон. І я не буду нікого ні з ким порівнювати. Перша річ, я би зазначив, що от проблема теми Криму багато в чому в тому, що дуже багато 6 років тільки говорили і коментували, а мало робили. От треба вже переходити від оцього аналізу слів до того, що треба брати ноги в руки і працювати. Це перша річ. Треба більше працювати по Криму, а не тільки говорити. Це перше. Мені здається, це дуже важлива фундаментальна річ. Якщо більше люди будуть працювати по Криму, ефекту буде більше, а не лише слідкувати і коментувати щось у соцмережах. Це перша річ. Друга річ. Я вважаю, що ми не можемо говорити про водопостачання до Криму до деокупації. І ми цю нашу точку зору, нашого представництва донесли до всіх. Ми, безумовно, знаємо про ці факти, про які ви говорите.
Але ви подивіться, що всі потім виправлялися. І жодного разу так ніхто всерйоз питання відновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму не піднімав. Сьогодні ми от мали цей прес-підхід в Офісі Президента, де я чітко зазначив, що питання водопостачання до деокупації ставити ніхто не буде. Це зараз, ця цитата є на сайті Офісу Президента. Да? Ну, які ще докази потрібні? Я не бачу ніякої там бажання, я маю на увазі йти на поп'ятну, так. Я ще раз кажу, я працюю з колегами, ми комунікуємо з органами влади. Ну, ми не бачимо, ми бачимо справді бажання працювати по Криму. І так само з міжнародними партнерами. В всіх наших робочих візитах ми бачимо, як активно працюють українські дипломати. Тобто, насправді, нічого поганого і ніякого, скажімо так, відкату назад немає. Просто справді нам важливо робити хороші речі, а не тільки говорити про те, що Крим – це Україна. Говорити, що Крим – це Україна потрібно, але потрібно це діями підтверджувати. Конкретные вещи, да, Антон, как вот в нашем чате, как обычно, конечно, и ботов хватает, но если вот, скажем так, вот такие довольно серьезные вопросы, не для троллинга. Александр Твердохлеб, наш слушатель, так он подписался, спрашивает, как раз вам уместно этот вопрос адресовать. Цитата. «Как детям крымчан, желающим учиться на украинском языке для поступления в украинские вузы, учиться дистанционно в украинских школах?» Вот этот вопрос. Что ответите, Антон? Це питання серйозне, тому що ми говоримо про те, що Міністерство освіти і, відповідно, має забезпечити відповідну можливість. Ми знаємо, що був гарний проект, так, «Всеукраїнська школа онлайн», який працював от цієї весни, і він надав можливість дійсно і дітям, в тому числі з тимчасово окупованих територій, власне, слухати уроки, так, записані з різних предметів, в тому числі з української мови, з історії України. Я думаю, що це питання ми підніматимемо, тому що для нас дуже важливо, щоб кримчани, щоб діти з Криму так обирали вузи на підконтрольній Україні території і навчалися у нас. Власне, до речі, цікавий факт може теж бути, я впевнений, що багато кримчан знає, що єдиним, по суті, винятком з правила на проходження самоізоляції зараз, так, коли ти рухаєшся з тимчасово окупованої території на підконтрольну, є ситуація, коли діти з Криму їдуть здавати ЗНО. Так, тобто тоді відповідний учень і особа, що його супроводжує, не мають зобов'язання проходити самоізоляцію. Ми також маємо законопроект зараз зареєстрований у Верховній Раді, так, з ініціативи, це президентський законопроект, щодо того, щоб діти з тимчасово окупованих територій не складали ЗНО, так, і могли вступати в будь-які вузи країни. Мені здається, теж це дуже хороша ініціатива, тому що чим більше ми наших дітей заберемо на підконтрольну Україні територію, тим менше руского міра і інших ідей буде на тимчасово окупованій території, і ці діти, вони зможуть і своїм батькам, своїм рідним показати, розказати, що таке Україна, як на підконтрольній території йдуть справи. І, власне, на них ми орієнтуємося перш за все, коли ми говоримо про те, що саме їм відновлювати так Україну. Спасибо, Антон, спасибо за это включение, за это рассказ, ответы на наши вопросы. С нами был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым. Сегодня Антон как раз, не празднует, опять же, тут не о праздновании речь, но все равно как бы такая маленькая дата, год его пребывания на этой должности, что стало поводом говорить даже не о постоянном представительстве сейчас в эфире, а вообще, что делает власть Украины, сам президент Зеленский, для того, чтобы приблизить этот момент возвращения незаконно аннексированного Крыма Украине. Кстати, кроме этой пресс-конференции, фрагмент, который, опять же, я
приводил Владимира Зеленского, было еще очень и очень, но важное событие. Владимир Зеленский встретился с лидерами, представителями Меджлиса крымско-татарского народа. Это как раз произошло незадолго до этой встречи Зеленского с журналистами. И вот каким образом президент Украины на пресс-конференции прокомментировал итоги встречи. Совсем недавно мы встретились в большом кругу, да, и был и господин Джемилев, и господин Чубаров, и господин Чигос, и представители Меджлиса. Мы все консолидированно приняли решение, что создается отдельная группа, куда входят они, еще другие представители громадськості кримських татар та інших людей, які представляють вчений напрямок. Ми всі зберемося. Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Яким чином ми підтримуємо те населення, тому що багато програм вже запроваджено. Наприклад, там в Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати землю. Пан Гусів, голова обласної державної адміністрації Херсонщини, він вже підготували, є місця для того, щоб побудувати перших 500 квартир для кримських татар. Окремо Турція домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене. Ще до того, як я став президентом, про інший проєкт, ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар, 500 з них в Київському регіоні, і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро. Да, і велику мечеть, знайшли ж землю в Києві, є вже проєкт. Об этом, напомню, заявил Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая сего года. И вот участник встречи, которая состоялась незадолго до данной пресс-конференции с президентом Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров с нами сейчас на прямой связи. Господин Чубаров, приветствую вас. Добрый вечер. Смотрите, вы тогда вот, можно сказать, не по горячим следам, чуть позже прокомментировали лично ваше впечатление о встрече с президентом Украины. Это было в эфире программы «Свобода слова» на телеканале украинском ICTV. Вы тогда отметили, если коротко так вас процитировать, «надеюсь, что президент нас услышал». Но вот после той встречи уже более месяца прошло. Действительно, Владимир Зеленский слышит Меджлис крымско-татарского народа, в частности, множество случаев нарушения прав человека на полуострове, другие вопросы. Действительно, вы и сейчас так считаете, господин Чубаров, Зеленский слышит Меджлис? Бачите, я ж сказав, що я сподіваюся, що президент чує. Тобто, можу сказати, що... Да, тут связь что-то барахлит. Можу сказати, що у нас відбувається взаємодія з різними органами центральної виконавчої влади, з деякими дуже плідна робота, скажімо, Міністерство закордонних справ, Міністерство культури, ми зараз налагоджуємо зв'язки. Але є деякі наші основні завдання, які не просуваються ні на крок вперед. І президент говорив про те, що треба розглянути, створити робочу групу, розглянути зміни до законодавства України. Є 3 законопроєкти, які давно вже підготовлені дуже потужною робочою групою з числа таких провідних українських правників. Підготовлений закон про статус кримсько-татарського народу, про корінні народи в Україні, а також проєкт змін і доповнень до Конституції України щодо до розділу 10-го Автономна Республіка Крим. Мала бути створена робоча група, вже пройшло дійсно більше місяця вже, але такої робочої групи немає. Таке враження, знаєте, нібито ефект горличка. Президент говорить, дає доручення, але продовжити його доручення конкретною співпрацею з тима, хто сидить в офісі, це просто неможливо. Призначаються зустрічі, потім вони переносяться. Такої роботи плідної щодо законодавчої цієї сфери щодо Криму у нас, на жаль, поки що не вибудована.
Как вы считаете, что можно вот улучшить? Вот мы, не знаю, слышали ли вы господин Чубаров Антона Кореневича, с которым мы общались, который опять же год пребывает на этой должности, постоянного представителя президента Зеленского Автономной Республики Крым. Вот этот орган, те же народные депутаты Верховной Рады, ну вот, я не знаю, правительство Украины. Вот что здесь можно изменить к лучшему, на ваш взгляд? Ну, дивіться, я маю бути об'єктивним. Якщо взяти такі конкретні або органи, інституції влади, як постійне представництво президента в Автономній Республіці Крим, або взяти народних депутатів України, які опікуються Кримом, я в першу чергу готовий назвати і Мустафа Джемілєва, і Ахтема Тійгоза, і Рустема Умерова, і їхніх інших колег, то вони намагаються і прориваються з якимись ініціативами, приймаються рішення, заяви. В деяких сферах, і про це ви говорили зараз, я не встиг це послухати, що ви обговорювали з паном Кореневичем, але удосконалюються питання, пов'язані з перетином адміністративної лінії між окупованим Кримом і Херсоном. Зараз подаються термінові зміни щодо того, щоб навчання для кримських випускників шкіл було більш таким, вступити в вищі українські на материку було проще. Але якщо говорити як про системну роботу, комплексно, і саме таку, яка б, знаєте, не давала б в хорошому розумінні слова нікому продиху, жодній, скажімо, виконавчій структурі, щоб суспільство було змобілізовано. Я, на жаль, не бачу такої роботи. Ми передали в адміністрацію президента проєкт указу президента щодо взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу. Це не є просто, знаєте, якесь наше бажання, це є необхідність. Бо Меджліс кримськотатарського народу всі попередні 6 років з моменту окупації і сьогодні продовжує виконувати колосальну просто по багатьох напрямках роботу для того, щоб кримська тема, тема деокупації Криму, тема кримських політв'язнів, тема дуже такого загрозливого становища кримськотатарського народу, щоб воно було на провідному місці міжнародній спільноті, щоб воно обговорювалося, приймалося рішення, але в нас не вистачає стільки зусиль, це має робота перекладена на державні такі рейки. І тут зрозуміло, що от такої мобілізації ми не бачимо, і це просто ненормально. Дякую. Спасибо вам большое, господин Чубаров. С нами был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Мы сегодня говорим о том, собственно, как Владимир Зеленский, как президент Украины, и связанные, скажем так, с ним деятели в плане ответственные за, скажем так, крымский вопрос, если так можно назвать, в частности, представительство Зеленского в Автономной Республике Крым. Как они, собственно, приближают, что они делают возвращение Крыма Украине. Тут, конечно, можно много критики приводить, но, собственно, каковы ресурсы нынешней украинской власти, любой власти, за нынешней международной ситуацией и так далее. Вот об этом мы поговорим далее с еще одним экспертом радио Крым Реалии, украинским политологом Олегом Саакяном. Олег, приветствую вас. Добрый вечер. Олег, смотрите, а что может сделать вообще Зеленский? Вот критикуй его, не критикуй. Что может сделать это постоянное представительство, правительство Украины, депутаты? Если Путин ничего не признает, а международное сообщество, да, никто ж не соглашается с тем, что Крым российская земля, только отдельно какие-то маргиналы и, там, не знаю, фрики с европейских политиков, они в подавляющем меньшинстве. Но и в целом, и продвижения никакого нет. И многие сейчас сравнивают ситуацию Крыма, да и Донбасса, оккупированной части, с тем, что было со странами в советской формулировке Прибалтики, Латвии, Литвой и Эстонией. Кстати, не зря Путин, вот эта статья его в российской газете и одном американском издании, возглавляемом пророссийским деятелем Дмитрием Саймсом, так много внимания уделил Прибалтике. Вот. И сколько там, 39-й, 40-й год, и только 50 лет продолжалась советская оккупация 3 этих стран.
то пока не изменилась политическая обстановка и Советский Союз не развалился, то что, и Крыму тоже полстолетия ждать по такой логике? Или вы не согласны с такой аналогией? Не, аналогия абсолютно верная с точки зрения готовности и мотивированности западных партнеров, тех практик, которыми им привычно в данном случае руководствоваться. Но все-таки я не думаю, что нас ждет 50 лет, я думаю, гораздо меньше, поскольку запас прочности сегодняшней Российской Федерации крайне отличается от запаса прочности Советского Союза в 50-х, 40-х годах, во-первых. Во-вторых, статус победителя, части победившего блока во Второй мировой и статус страны-изгоя сегодняшней, это тоже два разных абсолютно геополитических веса. Страна, которая даже выпала из G8 из-за нарушения всех возможных мыслимых и немыслимых, писанных и неписанных норм международных, выступив против вообще мироустройства. Конечно же, это разные ситуации. С точки зрения, что может делать Украина? Вы абсолютно правильно сказали, что комментарий Украины крайне ограничен. И, конечно же, всегда можно найти за что покритиковать власть, и всегда можно сказать, найти что-то, за что можно похвалить. И в данном случае главное, чтобы баланс между этими вещами соблюдался, чтобы у нас не было однозначного минуса хотя бы, желательно, чтобы плюс-минус. И тут все-таки первое, что может делать власть и делает, слава богу, это держит фокус на Крыме и держит его в фокусе международной повестки, информационного пространства. Мы видим, что и господин Кореневич, представитель президента Автономной Республики Крым, и господин Резников, профильный вице-премьер, и офис президента в целом все-таки о Крыме не просто не забывают, а стараются всячески о нем вспоминать и, скажем так, заставлять других вспоминать и не забывать, даже когда это неудобно. Второе, что могли бы делать, и тут есть только ограниченные шаги, которые на сегодня недостаточно, но, по крайней мере, мы видим, что все-таки мотивированность в этом направлении есть, это создание инфраструктуры связности. То есть мы должны максимально удерживать те связующие ниточки, которые у нас есть с оккупированными территориями и Крымом и Востоком, и усиливать там, где у нас их нету. Это и, например, студенты, последняя инициатива по поступлению в вузы, это и контрольно-пропускные пункты, их обустройство, это и создание инфраструктуры поддержки, например, административные услуги, медицинские, другие услуги на приграничных территориях к оккупированным. Люди должны быть связаны с Украиной и ощущать от Украины поддержку в этих вопросах. Третье, что мы могли бы делать, это информационное пространство, это работа с информацией виртуальным. Условно говоря, виртуальная деоккупация оккупированных территорий. Здесь, с одной стороны, это информация в виде підтримати, розрадити и проинформувати. Ни в коем случае не переубеждать. Пока там российские танки, пока монополия российского медиапродукта, любое переубеждение может привести, если оно нам будет удаваться, лишь только к усилению репрессивных действий российской машины и к выдавливанию еще большей части населения оттуда. Мы должны, наоборот, просто создавать каналы получения информации людьми, не ожидая от них пока ответной любви. И это надо зафиксировать себе для понимания наших стратегических целей, а не тактических. Ну, кстати, тут, конечно, вот этот вопрос... наверное, самое слабое. Да, очень, Олег, вот интересный момент. Дискутируется очень в украинском и политикуме, и в благосфере, где угодно. Такой вопрос. Очевидно, что довольно глупо отрицать, что многие крымчане довольны тем, что происходит, и Крым наш, и вся, это... Можно спорить, какая цифра довольных, но ясно, что не маргинальная эта точка зрения, скажем так, мягко говоря. В этой связи вот этот акцент, о котором так или иначе и Зеленский говорил, может, на этой пресс-конференции меньше, но в целом он говорил так, что вот, его окружение много об этом говорили, тот же Денис Шмыгаль, когда стал только премьером, вот людям помогать, крымчанам, независимо от их взглядов, крымнашисты они, грубо говоря, или нет, вот на этом акцент. Вот это правильно или нет? Или все-таки, если человек считает, что он с Россией, какая помощь должна ему быть от Украины? Ваше мнение, Олег? Я бы сказал, что тут помощь должна быть, поскольку мы не можем доказать, кто непосредственно крымнашист, кто нет. Если бы люди себе на лбу писали бы и готовы были бы терпеть, скажем, некие лишения, например, не получать выплаты, либо документы, безвизом пользоваться и прочее, то, конечно, было бы проще. Но природа человека другая. И поэтому мы не можем отделить жертв от соучастников. Пока мы этого не можем сделать, мы не можем накладывать коллективную ответственность на людей. Это уже вопрос к украинским спецслужбам, украинской правоохранительной системе, с тем, чтобы мы индивидуально искали, находили тех людей, кто несет ответственность и должен нести ответственность, и их демонстративно наказывали. Тогда та часть, которая
хочет позлоупотреблять с открытостью Украины, готовностью выполнять свои обязательства перед собственными гражданами, они просто не смогут этим воспользоваться, поскольку, например, будут бояться выехать на подконтрольную часть территории, потому что будут знать, что не только к ним могут быть вопросы, а они будут наказаны. И неотвратимость наказания в данном случае является одним из ключевых, наверное, моментов, которые хотелось бы увидеть, с одной стороны. С другой стороны, мы также должны понимать, что часть людей вынуждена на тех территориях показывать свою лояльность и участвуют во всем этом, поскольку это вопрос выживания. Тот же процент людей, которых вы сказали, которые, скажем, поддерживают Россию за русский мир и прочие русские танки, и я не думаю, что он настолько большой, как нам кажется. Например, сейчас в России проходило только, по-моему, 40, если я не ошибаюсь, парадов по всей России, так называемого Дня Победы, поскольку понимаем, что он был перенесен. Да? И 40 парадов в Крыму прошло 3. И в Севастополе, и в Симферополе, и в Керчи. Керчь – это по меркам России вообще захолустье, даже не райцентр. И тем не менее там проводили парад. Ну, город-герой еще в Советском Союзе, Олег, город-герой Керчь. Конечно же, но тем не менее, с точки зрения эпидемиологических, экономических и других затрат, в Крыму можно было провести 1 парад или 2, этого хватило бы. Но нет, проводится... Ну, видите, Аксенов, вы же знаете эту историю. Аксенов сначала так насчет парадов решил, а потом пришлось ему изменить свою точку зрения. А потом проснулись с Москвы. Потому что Аксенов ближе к земле, он знает цифры, какие есть в Крыму. Да, вы знаете эту историю. Крым-Реале, конечно, об этом сообщали, рассказывали. Но, тем не менее, я к чему? То, что если бы все так было хорошо в датском королевстве, не приходилось бы давать сразу 3 концерта одновременно в Крыму для того, чтобы поддерживать патриотический боевой дух. Это говорит о том, что людям хлеб пытаются заменить зрелищами и повышают градус этих зрелищ и их количество. И 3 парада – это как раз свидетельство того, что Крым, если брать в купе как раз вот с решением Аксенова тогда о параде, а до этого взять его заявление по поводу праздных туристов в Крым, нечего ездить в Крым, а до этого взять инициативу с созданием списков въезжающих с территории России, не только Украины, там списки существуют, а теперь по России, кто ездит в Крым. Это здесь все об ощущении обособленности Крыма не только по отношению к Украине, которое было всегда, а уже и по отношению к России. Олег, я прошу прощения, я вас немножко перебью, потому что с нами слушатель Александр из Москвы, как мне подсказывают режиссеры нашей трансляции. Здравствуйте, Александр. Ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый Александр Рашенко и уважаемый гость. Всегда приятно его мнение слышать на разных радиоволнах. И телеволнах. Да, пожалуйста. Телеволнах, да. Но вот 3 вопроса к уважаемому гостю. Вот смотрите, я сегодня слушал, вот час назад буквально Донбасс Ралли на 648 тоже килогерц. И там говорилось, что Россия, массы негодяи собирается в том или ином случае прорубать канал до Молдавии. Вот у меня с этим первый вопрос. Насколько вот вы там чувствуете и видите, насколько украинская власть это понимает, что наши оккупанты идей никаких по поводу Украины не отбросили. Ну и тем более после интервью на России-1. Второй вопрос. Вот насколько, на ваш взгляд, эффективно Украина занимается информационной, так скажем, деоккупацией, потому что вот кроме, повторюсь, кроме Крым-Реали и Донбасс-Реали, на 648 килогерц больше на средних волнах, которые бы могли бы добивать и до России, и вообще до оккупированных территорий, и до аннексированного Крыма, больше ничего нету. И третий вопрос, Александр. И третий вопрос к уважаемому гостю. Вот насколько вообще Зеленский общую картину понимает, или он ее понимает так, как говорил Виталий Постников, вот, кстати, в эфире у Донбасса, у Александра Лащенко, что Зеленский хочет, чтобы просто Украина была, вот просто Украина, чтобы была рядом с Россией, и все, как бы. Вот. Ну, это ваша, Александр, трактовка точки зрения Виталия весьма, не совсем точная. Хорошо. Я вам благодарен, Александр, за участие в нашем эфире. Насчет второго вопроса, информационная политика, мы это осветили. Я попрошу Олега Саакяна ответить на первый и третий вопрос нашего слушателя, зрителя. То есть, действительно ли Зеленский, с третьего начну, считает, что вот российский подход к Крыму справедлив? Вы это видите, Олег? Не, я этого не вижу. Как раз Зеленский точно не считает этот подход справедливым. Все-таки, давайте возьмем даже до президентства Зеленского, человек, который начинает и заканчивает
юмористическое свое шоу, которое создал в пику российскому КВН, их влиянию словами «Слава Украине, героям слава», это явно человек, который, не является пророссийским. Понятное дело, что это человек, ностальгирующий, возможно, за неким образом Советского Союза развитого, если бы он развивался, имеется в виду не Советского Союза, а УССР, Украины, индустриальной, модерновой и так далее. Это точно не пророссийский человек, для которого столица не в Москве. Вот то, что для Зеленского столица не в Москве, не в Вашингтоне, а в Киеве, тут у меня никаких сомнений нет, при всех критических моментах, которые ему можно предъявить. Относительно понимания сложной ситуации, конечно же, ему сложно принять решение о том, что с Россия недоговороспособна в целом. Конечно же, он должен набить свои шишки и пройти этот путь, и так же само, как и часть его избирателей, часть украинцев, которые имеют некую эмпатию к Российской Федерации и все-таки надежды на некую человечность со стороны российского режима. То, что, возможно, где-то Украина, возможно, что у нас что-то может как-то измениться, где-то компромиссы. И это, конечно же, путь. И Зеленский его проходит. По крайней мере, если мы возьмем Зеленского образца год назад и избирателя Зеленского год назад, то это несколько разные все-таки картинки и срезы будут. Спасибо, Олег. К сожалению, у нас время ограничено. Я благодарен украинскому политическому эксперту Олегу Саакяну за участие в нашем эфире. И вот, подытоживая, можно сказать, наш сегодняшний разговор, российского коллегу господина Саакяна, политического обозревателя, журналиста Александра Рыклина. Александр Юрьевич, здравствуйте, приглашаем к разговору. Добрый день. Александр Юрьевич, смотрите, оставляя за скобками мораль, нормы международного права и так далее, побеждает Путин. Смотрите, более 6 лет назад сделал то, что он сделал в Крыму, и все. Так правильно считать? Или все-таки возможно какое-то изменение международной обстановки, действия Запада, политика Украины, что Путин все-таки по крымскому вопросу, немножко, как минимум, начнет отступать? Если не возвращать Крым, то хотя бы начнет диалог по этому вопросу, как по Донбассу. Или это исключается, по вашему мнению, Александр Юрьевич? Нет, Путин никогда не начнет диалог по Крыму, и на это надеяться совершенно бесполезно. Пока в России у власти Путин, никаким мирным образом инициировать возвращение Крыма у Украины не получится. В этом нужно отдавать себе отчет. Никогда российская сторона, это краеугольный камень всей внутренней политики, фактически внутренней политики России, начиная с 2014 года. Бесполезно на это совершенно надеяться. Александр Юрьевич, в этой связи, да, аналогия с Прибалтикой, с странами Балтии. Вот они ждали 50 лет, пока не произошло то, что произошло с Советским Союзом, и все это время были в составе СССР. И так и с Крымом будет? Знаете, сейчас история развивается гораздо быстрее, чем раньше. И все-таки Владимир Путин 50 лет точно не проживет. Точно. Вот тут я могу давать твердые гарантии. Кто знает, знаете, приписывают, что его дочка, финансирование Сечина, там какие-то научные исследования проводят по этому делу. Бросьте. Если думать про то, что вообще-то, конечно, дела сегодня у российского руководства идут совсем не здорово, и процессы у нас тут, возможно, намечаются самые разнообразные, и для меня совершенно очевидно, что кто бы что и в российской оппозиции, и даже вне российской оппозиции сегодня говорил о перспективах Крыма, вопрос этот тут же встанет при любой новой власти. Потому что никакая нормализация вообще жизни в России, какое-то новое инкорпорирование ее в мировое сообщество, а без этого невозможна никакая нормализация, невозможно представить себе без поднятия вопроса Крыма. Его все равно придется решать. Это может быть не вопрос одного дня и одного указа, но такие переговоры точно начнутся. Потому что никакое мировое сообщество ни с какой новой властью в России не пойдет ни на какие переговоры в том случае. Это же принципиальный вопрос не только для Украины, но, в общем, для всей Европы и для США в том числе. Не будет никаких переговоров с Россией без инициации проблемы Крыма. Именно с российской стороны. Тут будут начаты какие-то переговоры. Будет дано понять, что мы готовы начать решать этот вопрос. Вот так он будет изначально ставиться. Не надо ждать, что завтра Крым вернется в Украину. Нет, так тоже не произойдет. Но начнутся разговоры на эту тему.
Смотрите, Александр Юрьевич, тут такой еще вопрос интересный во всех смыслах. Да, вот эта проблема воды. Американский военный, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес сегодня в эфире украинского телеканала «Дом» не исключил как минимум, что Россия, Путин может попытаться захватить дамбу в украинском городе Херсоне, которая прикрывает на сегодня воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. И, кстати, вот стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», по утверждению этого генерала, могут стать вот самым масштабным мероприятием боевой подготовки армии России в этом году. И, собственно, прикрываясь этими масштабными военными учениями, в начале, вот буквально осени этого года, Россия может попытаться захватить дамбу. Это возможно, как вы считаете? Путин может пойти на такой шаг? Да, проблема воды же существует, довольно серьезная. Может, не стоит ее преувеличивать, но она есть. Будет дубль 2 событий 2014 года? Ну, слушайте, Путин может пойти на любой шаг. Вот это просто нужно отдавать себе в этом отчет. Залезть в эту голову и однозначно сказать, что нет, вот мы точно знаем, после 2014 года нет такого шага, на который этот человек не может решиться. Поэтому, ну что же, я думаю, что делу украинского руководства как-то обратить на это внимание и как-то попытаться оборонять эту дамбу. Это же все-таки одна дамба, ну, наверное, как-то хватит у ВСУ сил для того, чтобы создать там условия, при которых ее невозможно было бы захватить. Ну, кстати, я вас перебью, Александр Юрьевич. Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников уверял, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление с дефицита воды. Это я просто уточню. Ну, значит, к этому Украина будет готовиться и даст отпор, если такая ситуация возникнет. Александр Юрьевич, мне просто интересно, понимаете, вот, ну да, нельзя предугадать, что думает господин Путин, это знает только он, наверное, даже и Песков, и кто угодно, может, Патрушев еще догадывается, кто с кем там Путин в своем бункере, или как это назвать, общается. Но просто интересно, получается, 6 лет назад на это Путин не пошел. Тогда тоже было много разговоров о возможном коридоре чуть ли не к Приднестровью, еще что-то. Но Путин, вот он, половина Донбасса, ну и, конечно, Крым, еще весной 2014 года. И все, далее он не пошел. Можно дискутировать, почему он этого не сделал. Запада побоялся, другие моменты. Тот же Гиркин, знаменитый диверсант, проклинает Путина уже все эти годы, что, дескать, ну я не дословно цитирую господина Гиркина, ну что ж так, слабину дал Путин, не пошел дальше. Нецензурных выражениях, причем это Гиркин делает. А и что, сейчас в 2020 году Путин может? Тут уже как бы ситуация такая, что вот он... Или наоборот, Путин уже из-за экономического кризиса, возможных политических протестов и других вопросов, тоже коронавирус никуда не девается. Он наоборот, ему сейчас не до наступления, не до прорыва коридора. Ну, послушайте меня. Да, разумеется, просто это разного масштаба задачи. Одно дело история, при которой Украина оказывается отрезанной от всех морей, правда же? Это одна история. И я не сомневаюсь, что такой план был на 2014 год. Ни секунды не сомневаюсь. Но просто ситуация развивалась таким образом, что стало ясно, что там целые области, и Мелитополь, и Николаев, что там будет серьезное сопротивление, и, в общем, не удастся просто так это пройти. Там возникнут серьезнейшие проблемы. И с Одессой будет проблема, все это уже было понятно. И тогда они поняли, что у них просто нет ресурса для того, чтобы осуществить такую широкомасштабную операцию. Что же касается там диверсионной операции по захвату дамбы, ну, это, мне кажется, совсем другого рода история. И теоретически можно представить себе, что они как-то решатся на подобного рода операцию. Но я повторю, мне кажется, что, в общем, защитить одну дамбу в силах украинское руководство. А если нет, тогда, ну, как-то уж совсем странно. И маленький вопрос на завершение, Александр Юрьевич. Ну да, сейчас лето, жара, как бы такое межсезонье, но тот же коронавирус он не отступает. В России меньше цифры, нежели там месяц назад, но все равно эпидемия продолжается. Тот же экономический кризис, не только Россия, любая страна страдает. Вот в этой ситуации некоторые российские обозреватели не исключают, что осенью может быть подъем протестного движения в России. Вот это возможно, да, или наоборот, вот будет обнуление 1 июля, вот этот плебисцит, все хорошо, все нормально, коронавирус победят, и будет нефть опять будет дорожать, и все будет нормально. Сложно прогнозировать, нефть замерла на $40 за баррель, в общем, непонятно, что с этим дальше будет, ну, а ясно одно, экономическая ситуация ухудшается, а рейтинг падает.
вне зависимости от голосования. Голосование – это же формальная вещь, и анекдотическая во многом, и так к ней большинство людей относится. А вот падение рейтинга и ухудшение экономической ситуации может дать результат совсем неожиданный. Причем не только в Москве, но в общем и в целом по регионам. И мы уже видели много примеров, когда далеко не в столичных городах люди выходят на улицу и начинают защищать свои права и выдвигать требования, и, в общем, все это происходит более-менее активно. Я не исключаю, что действительно к сентябрю эта ситуация накалится и каким-то образом выплеснется на улице. Ну, посмотрим. Посмотрим, спасибо, будем наблюдать, как говорится, и сообщать. В эфире радио Крым Реалии. С нами был Александр Рыклин, российский политический обозреватель. Спасибо вам, Александр. Ну, а мы продолжаем «Крымский вечер» в эфире радио Крым Реалии. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». С вами по-прежнему ведущий Александр Лащенко, и с вами по-прежнему «Крымский вечер». Напомню только еще раз, что вы имеете возможность обратиться к нам, задать вопросы по теме эфира на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Также имеете возможность позвонить по номеру 8 810 06 926. Жители материковой Украины имеют такую возможность по номеру 044 490 29 05. Еще одна тема для нашего сегодняшнего эфира. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, в котором четко задокументированы, по мнению экспертов, новые нарушения России международного гуманитарного права. По крайней мере, так считает постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. И свою точку зрения он изложил украинскому информагентству Укринформ. Цитата господина Кислицы. В докладе Генсека ООН Автономная Республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства, и такие действия, по мнению посла, являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права. Конец цитаты. И также, по словам украинского дипломата, Генсек ООН указал, что российские власти продолжают блокировать доступ управления Верховного комиссара ООН по правам человека на полуостров для мониторинга. И указано также в документе, указаны конкретные факты нарушения прав подсудимых, отсутствие беспристрастного публичного судопроизводства на аннексированном Крымском полуострове. Сергей Кислица сообщил также, что в докладе указано, что задержанным не предоставляет надлежащую защиту и не разрешает встречаться с украинскими консулами. И отдельно говорится о пытках, принудительном перемещении подсудимых осужденных крымчан на территорию соседней России. Генсек ООН отдельно акцентировал внимание на продолжающейся практике обысков и рейдов, прежде всего у крымских татар, а также на нарушениях свободы собрания, свободы слова, религиозных прав и запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Таким образом, по мнению господина Кислицы, этот доклад станет вспомогательным инструментом международного давления на Россию с целью деоккупации Крымского полуострова и привлечения этой страны к международно-правовой ответственности. Конец цитаты представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Напомню также о самых последних примерах нарушения прав человека в Крыму, о которых сообщили правозащитники. Подконтрольные Кремлю власти Крыма пытаются помешать крымским активистам провести акции 26 июня, собственно, в день крымско-татарского флага, то есть завтра. И активисты проводят в Крыму акцию «Байрак Арекети», движение флага, приуроченное к празднованию дня, собственно, крымско-татарского стяга. В честь этого они решили посетить ветеранов национального движения в разных районах полуострова. И крымско-татарский активист Нариман Джелял сообщил, что их машины несколько раз останавливали российские патрульные.
Апелляционный военный суд в российском городе Власиха в эти дни рассматривает апелляцию на приговор ялтинскому так называемому делу Хизб-ут-Тахрир. Фигуранты принимают участие по видеоконференции из СИЗО российского города Ростова-на-Дону. И применение уголовного законодательства в Крыму, вывоз подозреваемых заключенных за пределы полуострова также является нарушением гуманитарного права и упоминается в докладе Генсека ООН, подчеркивают активисты-правозащитники. Тем временем в Крыму началось голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом мы уже говорили 1 июля, что тоже является, по мнению правозащитников, нарушением гуманитарного права. С нами сейчас вот будет обсуждать эти события участник нашего прямого эфира, крымский адвокат Эмиль Курбединов. Эмиль, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, что вы скажете, вот этот доклад Генсека ООН, вот эти все примеры и ваши наблюдения соответствуют действительности? Действительно, такой масштаб нарушения прав человека? Да, этот доклад затронул очень разнообразный спектр и большую сферу, да, нарушений прав человека. К сожалению, на данный момент он только вот на английском языке. Я ознакомливался буквально вот на днях с ним. Он еще должен быть официально, так скажем, представлен Верховным комиссаром. Это такой этап должен пройти в ближайшее время. Я ознакомился и уже вижу, что даже затрагиваются вопросы, которые непосредственно касаются работы адвокатов. Говорится о закрытых судебных заседаниях, говорится о секретных свидетелях, об экспертизах, которые делают по заказу ФСБ и так далее. Непосредственно вот касаемо самих судебных процессов и права на справедливый суд. И опять вот в этом докладе, как и в предыдущем докладе, затрагивается вопрос также, кроме Меджлиса, еще Крымской солидарности организации, которая преследуется по разным направлениям. Ее члены и сама организация, когда не дают, указано вот в этом отчете, что не дают ей проводить свои собрания и мероприятия, так же, как и Меджлису крымско-татарского народа. Конечно, все соответствует действительности. Огромный, по всем этим нарушениям есть доказательства и у адвокатов, и у правозащитников, что, собственно, абсолютно подтверждает все выводы, изложенные в этом докладе. Эмиль, если вот о конкретных делах, которые вот возбудили именно в России против крымских активистов, в частности, вот это вот так называемое дело Хизб-ут-Тахрир, о котором я уже упомянул, и в докладе о нем Генсека ООН идет речь. Вот последние данные, что вы можете рассказать, каковы условия содержания подозреваемых, обвиняемых, какова вообще ситуация? Фиксируем по условиям содержания, что, во-первых, не предоставляется надлежащая медицинская помощь. Есть лица, которые находятся вообще в нечеловеческих условиях в следственных изоляторах. Полные следственные изоляторы, это антисанитария и так далее. Плюс еще все усугубляется вот этим и так далее, ковид, да, 19. И самое главное, что в нарушении 4-й Женевской конвенции, о чем мы всегда говорим и в суде, и на избрании меры пресечения на арестах, люди, эти политзаключенные, они угоняются с территории, насильно угоняются с территории Крыма на территорию России и содержатся там в тюрьмах и в следственных изоляторах. Конечно же, не соответствуют тем правам и соответствующим нормам их условиям содержания. Это мы фиксируем, и есть совершенно вопиющие случаи, особенно в отношении уже пожилых политзаключенных, у которых огромное количество хронических заболеваний и так далее. Кстати, Эмиль, вот еще важный момент. Какие последние новости? Вы, конечно, владеете этой информацией в деле гражданского журналиста-блогера Наримана Мемедиминова. Вот что здесь нового? Нариман Мемедиминов сейчас находится на территории Ростовской области. Его приговор вступил в законную силу, и мы подали заявление об условно-досрочном его освобождении. Буквально позавчера его посетила наш коллега Лилия Гемичи, сказала, что он более или менее нормально себя чувствует, и здоровье и так далее. И сейчас мы ожидаем решения суда по условно-досрочному его освобождению. Его полный срок выходит в октябре месяце, но мы надеемся, что хотя бы на несколько месяцев раньше нам удастся освободить по решению суда
Наримана Вениаминова. Спасибо, Эмиль. С нами был на прямой связи крымский адвокат Эмиль Курбединов. Это был «Крымский вечер», радио Крым Реалии. С вами был ведущий Александр Лащенко. Ну что ж, желаю вам всем, друзья, хорошего здоровья, хорошего вечера и следите за эфирами радио Крым Реалии.